Доброе утро, дорогие телезрители! В эфире главного национального канала передача «Новый день». Ну что ж, сегодня 26 августа, ребята, среда, просыпайтесь к работе. Также традиционно давайте начнем наш эфир с погоды. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в 6 часов утра центральные Улусы плюс 3, плюс 15. Заречье плюс 3, плюс 9, днем плюс 15, плюс 16. Южные Улусы плюс 5, плюс 8, днем плюс 13 градусов. Вилюйские Улусы плюс 3, плюс 5, днем плюс 16, плюс 17. Нижнеленские Улусы плюс 4, плюс 6, днем плюс 16 градусов. Западные Улусы плюс 3, плюс 6, днем плюс 16, плюс 17. Колымо-Индигирские Улусы плюс 4, плюс 6, днем плюс 5, плюс 9. Янские Улусы плюс 1, плюс 4, днем плюс 2, плюс 11. Северо-западные Улусы плюс 4, плюс 8, днем плюс 6, плюс 18. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха минус 1 градус. Уже представьте себе, дорогие телезрители, уже минус. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Ветер северный 3,8 метров в секунду. Днем в столице ожидается плюс 15, плюс 17 градусов. Ну что ж, осень уже входит в свою власть. Сегодня, после лета, скажем так, зарегистрировано впервые минус 1 градус. Также мы хотели бы напомнить, что в прямом эфире у нас работает номер WhatsApp 8 914 279 22 62, где вы можете отправить свои поздравления своим близким или родным, которые мы обязательно зачитаем в прямом эфире. Что ж, и у нас на подключении первый гость, и тема разговора – это выдача и хранение огнестрельного оружия. У нас в гостях старший инспектор отдела лицензионно-разрешительной работы по Якутску и Жатаю Управления Росгвардии нашей республики, капитан полиции Иван Протопопов. Доброе утро, Иван. Доброе утро. Ну что ж, республика считается просто охотничьим регионом, да, и у нас на балансе числится свыше 160 тысяч огнестрельного оружия. Что ж, расскажите, какова процедура получения огнестрельного оружия поэтапно? Гражданин Российской Федерации сперва проходит медкомиссию противопоказаний к владению оружием и медзаключение по наркотическим средствам. Дальше он проходит процедуру подготовки к обучению по безопасному обращению с оружием и безопасным навыкам обращения с оружием. Так он приобретает сейф, по месту жительства должен быть установлен. Условия хранения оружия должен соблюдаться. И если он будет приобретать охотничье оружие, то он должен иметь охотничий билет установленного образца. Дальше он подает заявление по месту жительства установленного образца. Ну, то есть, получается, какой дальнейший шаг после получения лицензии? После приобретения лицензии гражданину выдается на 6 месяцев. И в течение 6 месяцев он должен приобрести оружие и должен после приобретения оружия в течение 14 дней он должен поставить на учет по месту жительства. Получается, местный отдел лицензионно-разрешительной работы. Ну а в случае, если не удается купить в течение 6 месяцев, если просрочил, что делать? Если срок выходит, гражданин должен перенести данную лицензию в местное отделение и, соответственно, заново подает заявление. Ну, то есть весь процесс начинается заново, там, учитывая медосмотр и так далее? Нет, медосмотр действует 1 год. Все ясно. Он повторно подает заявление. Просто повторно подает заявление. Ну, то есть, Да. в принципе, ничем не страшно, если ты просрочил это время.
Да, так Мгм. точно. Каковы пошлины на выдачу лицензии и разрешений? Госпошлина а, на лицензию на приобретение составляет 2000 рублей, Мгм. но если гражданин подал э, электронно, то он оплачивает с мобильного банка со скидкой 30%. Это получается 1400 рублей. Мгм. Ну, то есть, получается, через госуслуги, да, Да, выходит дешевле. дешевле. Ага. Что нужно знать гражданину для получения лицензии на приобретение ружья? Нарезного именно. Нарезного. Э, Гражданин должен иметь стаж не менее 5 лет владения гладкоствольным оружием, именно гладкоствольным оружием. Мгм. Или должен заниматься профессиональной деятельностью, связанной с охотой. Это, например, оленеводы, коневоды и егерь. Ну, то есть, получается, если у тебя есть а, подтверждающий документ о том, что ты олень, нельзя носить огнестрельное оружие и хранить. Запреты. Да, по федеральному закону об оружии запрещается иметь гражданам, не достигшим возраста, это 18 лет, также не прошедшим медзаключение в противоказании э, к владению оружием, также э, имеющую не снятую, не погашенную судимость, совершенную умышленно, Мгм. также не прошедшим обучение в образовательных учреждениях по безопасному обращению с оружием. И также состоящий на учете психиатру, наркологу и Мгм. медучреждениях. Ну и все, да? Хорошо, Иван, И, большое спасибо за подключение. мгм. Желаем вам отличного рабочего дня. Всего хорошего. Всё. До свидания. Спасибо. Вчера, да, для госавтоинспекции случился очень хороший и знаменательный праздник. Вчера подарили 17 новеньких автомобилей нашим гаишникам. Давайте посмотрим об этом сюжет. Состоялось торжественное вручение 17 новых патрульных автомобилей госавтоинспекции республики. Эти транспортные средства мы получим безопасные и качественные дороги. Сегодня задача президентом страны, правительством поставлена для того, чтобы мы к 2024 году сократили в 3,5 раза смертность на наших автомобильных дорогах. За 2019 год у нас было самое большое снижение за последние 35 лет. Это в первую очередь работа наших инспекторов ДПС, которые в любую погоду, то ли это морозы, то ли дождь, то ли снег, они добросовестно несут службу. И материально-техническое обеспечение, оно позволяет более на высоком качественном уровне нести службу сегодня в республике. Поэтому мы еще получим до конца года 50 автомобилей. И на сегодняшний день у нас практически все подразделения по всем нашим районам, городам будут полностью укомплектованы. Какие же они новые автомобили, которые будут патрулировать по дорогам столицы и другим районам нашей республики? Значит, новые «Шкоды» получили 2019 года, оснащены 1,8 объемом двигателя, турбированный компрессор стоит с наддувом, оснащена, значит, дополнительным питанием. Для дополнительного оборудования это радиостанции, световая балка акустическая, значит, также оснащена она противооткатными устройствами, компрессорами для подкачки шин. Вот. В целом машина очень хорошая, активная, вот, как другие регионы, по отзывам. Все положительные, значит, эмоции испытывают инспектора, очень легко, значит, в управлении. Поздравляем сотрудников госавтоинспекции нашей республики с обновлением автопарка. Пусть служба будет легкой и результативной. Ну что ж, дорогие телезрители, мы всегда стремимся для вас показать самое интересное и какое-нибудь событийное, да, событие. А сейчас мы хотели бы вам показать парня Павлова Джулустана, который прославился в интернете благодаря своим фокусам. Давайте посмотрим, на что он способен. Доброе утро.
Ага, привет. Ну что ж, начнем давайте с твоих фокусов. Дорогие телезрители, внимание на экран. Давайте, да? Видно, у меня есть карта? Видно, да? 50 копеек, видно, да? Ага, смотри, раз, два, три. Все мои трюки это не монтаж. Вот. Просто удивительно. Спасибо. Сейчас покажу. Видно, да? У меня есть... Ну, какого цвета карта? Ну, красного, да. Красный, да? Синий? А, ну в смысле, сзади синяя, конечно. Да, сзади, да. Синяя, да? Ага. Смотри. Смотри внимательно. Раз, два, три. Вот. Это, Вот обычная ага, карта. вот. это не сила монтажа, да? Нет, это все в прямом эфире, да? Ага, ага. Без монтажа, без стоп-кадров. Вот. Ничего себе. Давай Давай еще продолжим. что-нибудь. Еще. У меня есть карта, видно? Да. Валет, Боби, да? Ага. Смотри, я вот так вот. Опа. Видно, да? Видно, видно, видно. Видно, да? Смотри. Сейчас я попытаюсь восстановить. Смотри, раз, два, три. Видим, да. Без магнитов, без резинок, без ничего, смотри. Ну, с тобой играть в карты просто бессмысленно, наверное. Вот. Ага. Ну что ж, Джулус, расскажи, пожалуйста, когда же ты начал заниматься фокусами? Я с фокусами уже 8 лет занимаюсь. Угу. То есть я с 12 лет С 12 лет. держу карту в руках. Ага. Вот. Мне уже сейчас 20 лет. Мгм. Ну, почти примерно 8 лет, который уже занимаюсь фокусами. Ну, Расскажи примерно. немного о себе. Ты учишься, что ты делаешь? Да, я учусь в Арктическом государственном институте культуры и искусств. Мгм. Закончил второй курс, сейчас уже третий. Мгм. Я сам Ниргунский улус, село Мар. Ага. По образованию ты кем будешь, получается? Ну, актером. Актером. Артистом. Отлично. Ну что ж, наверное, ты помнишь свой первый фокус. Каким он был? Первый фокус, конечно. Фокус был с монетой, ну, простой. Мгм. Вот. Ну, просто монетой. Мои первые зрители были моя семья, мои родственники, да. Мгм. Потом я выходил на улице, Мгм. показывал соседям, родственникам, вот. Потом одноклассникам, Мгм. вот. А потом как-то начали меня приглашать в разных мероприятиях, разных праздниках, вот. Вот до сих пор вот развиваю свою магию, Мгм. учусь, вот. Вот как ты учишься своим фокусом? Может быть, где-то есть школы или курсы, или что-то либо этого? Да нет, Либо я книжки. самоучка. Вот. Мгм. Я с нуля все начал. И сейчас я попытаюсь как-то создавать свою магию, да, авторскую. Мгм. Попытаюсь как-то усовершенствовать. И, ну, как бы хотелось от самого, да. Хотелось Мгм. бы. Вот. Когда ты начал вещать в интернете? Вот удивлять людей через экран. Ну, примерно прошло 3 месяца, вот. 3-4 месяца. Мгм. Число подписчиков в Да. Инстаграме увеличилось в сколько раз? Сейчас у меня 11 тысяч подписчиков. Уже, примерно же. Ну, то есть в начале, скажем так, а сколько их было и... Рутина. Мгм. Вот сейчас у меня 11 тысяч подписчиков. Ну, то есть, в принципе, да, карантин... Ну, то есть карантин ты правильно использовал время, это, которое, да, находится. Ну да. Просто так не лежал, а именно развивал свой Ну. навык. Да. Вот Мгм. так. Сколько фокусов ты умеешь? О, ну я не могу считать, просто, ну, примерно более 500. Вот. Более 500, да, очень много.
Ну и расскажи, вот, наверное, о людях, которым ты показывал. Ты не только в республике показываешь себя, также и в России, и, наверное, в мире, да? Да, я показываю в основном в театре рулетки. Так, есть программа, да? Ага, чат Мне это, да, это один из моих проектов, фокусов в театре рулетки. Угу. Вот еще, Делать фокусы. И первое впечатление какое получаешь? конечно же, эмоции людей, для меня это бесценно, да. Вот, вот так вот, Мгм. бесценно. Ну, то есть Классно. люди сперва вообще не понимают, что происходит, или удивляются именно твоим навыкам и умениям? Да, как удивляется навыками, вот, просто, даже просто тасовать карту, да, они даже Ага. смеются или удивляются, вот. Больше всего... Мгм. Вообще мне нравится, вот так. Джулус, да, время заканчивается нашего разговора, к сожалению. Напоследок мы бы хотели еще раз посмотреть Давайте. на какой-нибудь фокус. У меня есть трюк, давай. Мгм. Здесь у меня есть карта, да, видно, Да? да? Колода и карта, скорее, это мои Мгм. предсказания. Можешь мне сказать любой момент стоп, Мгм. и, да? И Мгм. пошли. Стоп. Стоп, да, запомни карту. Есть? Есть, есть. Есть, да? Мгм. Вот так вот. Сейчас. Здесь у меня есть карта, Мгм. а твоя карта 9 крестий, да? Нет, нет, нет. Не это, да? Да, А нет. какая? Какая? 6 крести. 6 крестий. Ну, близко, да? Близко, да? Ну да, близко, неплохо. Смотри, это не монтаж. Ага. Смотри. Раз, два, три. Что это происходит? 6 крестий, да? Ничего себе. И Так, напоследок, давай. у меня помутнение здесь- разума, по-моему, нет? Здесь у меня есть колода, да? Угу, угу. Загадай абсолютно любую игральную карту. Ну, про себя я имею в виду, да? Да, и называй. Ладно. Ну, да, ну, давайте туз красного сердца. Туз черви, да? Да, Точно. черви. Да. Смотри. Здесь у меня есть колода, в котором Угу, туз черви, да? угу, Только одна карта, смотри, центр перевернута. Видно, да? Видно, конечно. Видно, вот только одна карта, вот. Туз черви, да? Угу, угу. Туз черви. Да ладно. Мы с Джулусом до этого никак не пересекались, не общались. Это все действительно в прямом эфире. Джулус, большое спасибо. Я считаю, тебе нужно дальше развивать свой навык и удивлять уже весь мир. Спасибо большое. Спасибо большое. Мгм. И успехов в учебе, кстати говоря. Что ж, Спасибо. идем дальше. И мы бы хотели сейчас вам рассказать немножко о знаменательных датах 26 августа. 26 августа 1451 года в Генуе родился Христофор Колумб. Путешествие которого изменило его жизнь, он совершил в достаточно зрелом возрасте, да, когда он поехал в экспедицию на Санта-Мария, Ния и Пинта, ему было уже 42 года. Ныне каждый школьник, что же случилось 14 октября 1492 года. Конечно же, открыли Америку. Стоит заметить, что когда он возвратился в Испанию, его встречали с большими почестями, и это миф о том, что он умер в нищете и бедности. 26 августа 1957 года было опубликовано первое сообщение ТАСС об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты. Представьте себе, скорость на тот момент была 22 тысячи километров в час, пролетело оно примерно 5000 километров. Испытание пробной ракеты в США 12 июня потерпело крах. Между тем, Советский Союз наращивал свой успех. Запуск первого в мире искусственного спутника произошло 4 октября, который со скоростью 24 500 километров в час за 95 минут облетел планету. Ну, это же, конечно, далее же шокировало Соединенные Штаты. 26 августа отмечает 39-й день рождения наша замечательная певица, которую мы помним с песен начала 2000-х годов, это Земфира. Ее песни стали, уже, наверное, для кого-то гимном, и до сих пор Земфиру слушают многие люди.
Ну и, наверное, все помнят, да, был концерт очень такой знаменательный для Якутии. Концерт, который произошел в площади Туймада. Стадионе Туймада, извиняюсь. Что ж, и у нас на подключении наш третий гость на тему «Наши за границей». И мы сегодня поговорим немного о жизни в Японии с замечательной Видой Анатольевной. Здравствуйте, Ефремовой. Вида, здравствуй. Привет, Максим. Здравствуйте, Максим. Ага, расскажи, где ты находишься? Передаю вам пламенный привет из страны восходящего солнца. Нахожусь я сейчас в Токио. В Токио, да? Вот именно где да. ты находишься? Это такое интересное место какое-то. Это дворик моего района. Я М, специально вышла на улицу, чтобы показать солнце. Отлично. Ага, Он где-то здорово. за зданиями. Ага, Вида, расскажи. Все сначала. Все как на стол. Когда вы переехали в Японию, при каких обстоятельствах, какие документы были нужны на тот момент? Мы переехали в 2011 году. Сначала переехал муж Дмитрий. Мгм. И нам он устроил благоприятную почву для переезда. Со всеми документами бегал он сам. Мы только со стороны России подготавливали. Но это Мгм. было где-то... Я уже точно не помню, но это было создание, регистрация заграничного паспорта для сына. Ну и все. И вот получили мы пригласительное. И через турагентство знакомую мы отправили все документы в Генеральное посольство Японии в городе Хабаровск, к которому мы и относимся. В каком году это было? В 2011. В 11-м. Прошло уже 9 лет. Ну вот, да, 9. Ага. Твои первые впечатления о стране, когда ты посетила? Мы с Димой, так как изучали японский, Мгм. японисты, я до переезда приезжала в Токио, в Японию 2 раза. Я тогда и полюбила эту страну, поэтому я бы не сказала, что тогда в 2011 все было в первый раз. В первый раз было в том плане, что быт, ну и прочие житейские проблемы, ну вопросы, ну вот с этим сталкивались, там регистрация в мэрии, получение пособий, Мгм. поликлиники, ну поликлиники японские, детский сад, тоже вот это было все в первый раз, а по части жизни, ну мне все нравилось уже тогда, с 2007 года. Скажи, Под одним описанием всех воткнуть. подогнать. Ну, Ага. японцы, да, да, японцы, они, как и говорят, они безумно вежливые, культурные, воспитанные и хорошая нация, Ну, очень трудоспособная еще. трудолюбивая. Мгм. Да, наверное, очень трудолюбивая, потому что Скажи, сейчас такая сколько лет она, вашему... 4 класс. В Японии 1 сентября начинается, точнее, начало учебного года начинается с апреля. Мгм. Вот. Уже с Ну, апреля. из-за вот известной вот ситуации, которая сейчас во всем мире произошла, у Ага. меня ребенок, получается, так еще и не пошел в этот 4 класс, потому Мгм. что он сейчас находится в Якутске. Мгм. То есть дистанционно они не обучают детей? Все дети ходят в школу. Именно ходят, да? А как Да. же государство Японии борется с коронавирусом? Государство... Япония полностью закрылась от других стран. Это во-первых, да? Ага. Да, и не пускает ни туристов, и не тех, кто проживает. То есть для того, чтобы вот у нас как раз столкнулись с такой проблемой, что не можем завести ребенка, потому что он находится Ну в да. России. Это и да. огромное количество заболевших. Вот. И в свою очередь, то есть ему одному разрешили прилет, но ему 9 лет, а пограничные вот эти правила, Ну да, не Если предусмотрены для перевозки, да, без... ребенок 9 взрослого. лет, он не может пересекать границу.
А чтобы нам туда поехать, Япония нас не выпускает. Значит, Ну да, вы просто, да, в замкнутом круге. да. Скажи, какое отношение у японцев к иностранцам? В Токио проживает, я боюсь соврать, боюсь очень сильно соврать, больше 2 миллионов приезжих. Приезжие. И приезжих иностранцев. Поэтому в Токио, наверное, нет. Нет, я бы не сказала, что японцы вообще они не против. Все даже замечательно, даже лучше, возможно, чем в любой другой стране. Мгм. И лояльное отношение к приезжим. Но все равно приезжий есть приезжий, к нему меньше конечно. доверия. Ну это как и везде. Меньше. Вида, Да, времени и- совсем осталось немножко. Давайте, давайте. Успей передать привет своим близким и родственникам. Ну, Овочасу своему привет. Возможно, он сейчас смотрит передачу или спит. Мгм. Вот. Спасибо Но повтор он моим обязательно посмотрит. родным, родственникам. Ну, я это еще по WhatsApp скажу, а так Ага. по телевизору, да. Вот Вида, подругам, большое друзьям. спасибо тебе за подключение. Тебе спасибо, Максим. что Отличного пришел. дня. Диме привет. Хорошо. Что ж, русский блок уже заканчивается. Далее передаю слово своим замечательным коллегам Карине и Бориславу. Вам желаю сегодня бодрого дня. Реттен бұл